Дорогие друзья, сегодня мы делаем экскурс в потрясающий мир электрощитка. Дмитрий, я еще обращу внимание, что у вас здесь все подписано. Вода, холодильник, духовой шкаф. Для чего вы это делаете? Или для кого? Вот вы же сами знаете, где что. Я-то знаю, а в будущем, да, либо это будет клиент делать сам, он уже будет понимать, за что этот провод отвечает, да, либо, другие электрики, да, есть. Да. Вот. Они тоже уже подойдут, понятно, вода. Все, и здесь в этом деле. Вот многие накидывают, вот это все висит, а потом разберись, где что. А тем более, когда действительно мастера меняются. И я вдруг, как клиент, я сейчас представляю, поработали мужики, но мне не понравилось. Мне не понравилось. Я сказал, все, мы прощаемся, а возможно наругаемся, да, мы еще там. Я с ним прощаюсь, и потом у меня вот это висит. И я там как-то пытаюсь понять, куда это приходит и за что отвечает. Другой мастер приходит, говорит, я как пойму-то? Вот из этой же истории у нас тоже человек позвал, это у нас в Каркировском районе дом находился, делали электрику кировчане, кончики подписаны не были. Соответственно, человек заплатил просто деньги за то, чтобы мы это дело прозвонили. Разобрались. Да, разобрались, что за что отвечает. Ну да, ну как поймешь? Еще все зашито в отделку, это же не видно. Разобраться, выключатель это не выключатель, проходные переключатели тоже очень сложно найти. Ну, блин, то, что есть такая забота о клиенте, потому что для себя что подписывать, мы и так знаем. Да. А вот. Изоляция проводника, чтобы, мало ли что, если автомат включен, чтобы не ударило током, тоже изолируем кончики. Опытный электрик. На опыте. Я еще вижу, они разные толщины, разные кабель-каналы. Вот есть широкий, пошел, а есть узкие. Да. Зачем широкий туда идет? Потому что у нас идет толщина проводника, толщина кабеля. Там, да, у нас идет электрокотел. Тут идет мощный электрокотел. На 12 киловатт, соответственно, сечение проводника очень такое. Да, тут проводов-то куча. В другой просто, в тоненький данный провод не влезет, вот и все. Дмитрий занимается электрообеспечением, электрикой, да, частных домов. То есть он знает вот такие тонкости, что радует. И мы многие годы работаем с Дмитрием, то есть вообще не переживаем. Человек ушел, с победой пришел, да, что нравится. Знает свое дело. То есть где, какого сечения, какой кабель, какая гофра. Потому что деревянный дом это не квартира, есть особенности. И это есть элемент пожароопасности, значит, все должно быть еще пожаробезопасно. Да, и вот то, что вы вот такие вещи продумываете, это круто. Еще на стадии черновухи. Потому что когда это все обшивается, потом об этом вспоминать, думать и потом в этом жить, переживать. А когда есть маленькие дети, это, опасно. То есть, я бы, и то, что вы сделали сразу, класс, что применяете такие материалы. С точки зрения безопасности и безопасности моих детей, это классно. Что-то новое появляется, мы всегда это внедряем в проекты. Да. И много раз... не стоим на месте. Еще раз вернемся. Хотя закрыто уже. Многие такое не устанавливают. Щиток-то вот такой. Электрощиток вот такой в доме. А у вас как будто ракетная установка где-то здесь. Автозапуск какой-то, да? То есть, мне понятно. Молниезащита. Мне понятно. Противопожарного. Оно у нас, получается, отключает полностью весь дом, если где-то в любом месте повредилась проводка, либо идет какое-то искрение, то есть вот это все дело у нас отключает. Да. То есть если я в ванне чуть-чуть коротнул что-то, меня не убьет? Не убьет. Просто она отрубится и все. Блин, класс. Распределение фаз и нолей? Да, то есть бывает перекос фаз, допустим, где-то что-то, да, мы не понимаем где-то. В этом месте можно спокойно их перекинуть. То есть, допустим, фазу А с фазой С, то есть тут несколько проводников идет, да. Допустим, мы видим, тут можно это все дело увидеть. Точно. То есть здесь большое напряжение, а здесь очень низкое. Да. Я могу здесь сыграю, да, и у меня электроприборы дальнейшие будут нормально потреблять. Круто? Круто. Потому что у меня, возможно, на электрокотел просто не будет не хватать напряжения, да? Да. И я просто фазы этим прибором меняю. Умно. Идем дальше. Холодильник, скважина, греющий кабель. Это все понятно. Что из реле напряжения? Реле напряжения на каждую подводку провода, да? Как это?
Все, то есть я вижу, что у меня 235. Ну, когда пойдет напряжение, здесь уже будет видно, сколько мы потребляем в амперах. То есть саму вот И эту. он, допустим, здесь 280 подача идет, да, а у нас-то электроприбор на 220 рассчитаны, правильно? И может наш компьютер, мой дорогущий телевизор за 1 000 000 рублей, и чтобы он не сгорел, вот эта штука его защищает. То есть напряжение возрастает больше норматива, который я вручную здесь установил, да, допустим, 250. 251, бам, он вырубает, и мой телевизор просто выключается, но не перегорает. Хорошо. Что еще? Газ. Отдельно на газ, отдельно у меня на интернет. Классно. Электрокотел отдельно, он какой здоровый. И мои беспроводные вот эти вот выключатели. Это у нас идет, отвечает как раз, мне же надо дать питание на вот эти вещи. Да, соответственно. Это питание вот этих приборов. Да. Вот она у нас Hyde Pro 1, и вот у нас Hyde Pro. А знаешь, в чем еще интересность вот этого всего? Вот это посмотрите, пожалуйста. Мы буквально с вами чуть-чуть поговорили, и, по-моему, вам стало понятно. А еще, когда это все подписано, вы начинаете понимать, за что. Вроде вы смотрите, а что за промышленный здесь щиток, да? А потом как-то со мной постояли, как-то мы вместе почитали, и на самом деле все понятно. Понимаете, да? Ничего сложного в этом-то, оказывается-то уже и нету. Да, и если что, всегда можно позвонить, проконсультироваться, если что-то непонятно. Еще телефон свой оставил. Дорогие друзья, если вам необходимо установить такой же мощный, понятный, профессиональный электрощит, смело обращайтесь. Наш телефон 8 912 868 47 48. Проконсультируем, рассчитаем, ну и, конечно же, будем рады сделать вам такую же профессиональную красоту.